В общем, самый больной вопрос у нас о том, что наш коллектив ликвидирован. Это, во-первых, все люди переживают, хотят работать и остались без работы. Ну, а второе, неизвестно, на сколько времени затянется весь этот ремонт. Нам в прошлом году обещали за 2 месяца сделать. Затянули ровно год, закрыт был ресторан. Ну, у вас же год назад был ремонт ресторана. Был ремонт. А зачем еще один? Ну, сейчас хотят сделать столовую, хотят вот эту стену всю ломать, разбирать, делать раздачу. Стоит ли вообще это делать? Программа ДВН находится в Серебряном Бару, ресторан «Алонгра». Но не спешите занимать столики. Сегодня и в ближайшее время, наверное, вы не сможете попасть в этот ресторан. Дело в том, что здание его существует, все нормально, но вот уже неделю, как он не работает. В чем причина закрытия ресторана в поселке Серебряный Бор? Мы попытаемся разобраться с сотрудниками этого ресторана. Итак, объясните, что случилось с вашим рестораном буквально вот неделю назад? Ну, во-первых, был издан приказ о ликвидации нашего предприятия, как предприятие общественного питания. Коллектив наш весь расформировали после этого приказа. 20 числа нас ознакомились с приказом о ликвидации предприятия. 24 числа ресторан уже не работал. Коллектив весь разошелся. Ну, кто куда, кому-то предложили. Кто-то на базу рабочими пошли работать, кто мыть посуду, кто, в общем... Уволился. Очень мало. Человек 10 всего трудоустроили по своим специальностям. Ну, значит, повара пошли поварами, кондитера кондитерами. Там. А чем мотивировали причина расформирования вашего коллектива? Мы до сих пор не можем этого понять. Была сессия 7 числа в постсовете здесь у нас. Депутаты собирались. Кем издан приказ? Приказ издан начальником МОРСа Щербиной. То есть вам не объяснили, что, почему вот так вот такой ситуация? Ну, почему? Нам объяснили, что 8-я столовая, 7-я номер, раньше 8-я была, сейчас 7-я, находится в аварийном состоянии. Нужно кормить рабочих, помещения другого нет. Вот решили наш ресторан приспособить, переконструировать под столовую. В нашем помещении теперь вот на 1-м этаже будет находиться столовая рабочая. 2-й этаж планируют сделать под кафе вечернее, значит, вечером будут там и виноводочные изделия, закуски горячие, все прочее. Но когда это будет, неизвестно. Ваш ресторан, он являлся убыточным предприятием? Он является убыточным за счет 2-го этажа, потому что 2-й этаж пустует у нас. Свой план товарооборота мы выполняем. Вот коллектив наш работает, и все наши цеха работают. Если я не ошибаюсь, год назад в помещении этого вашего ресторана прошел ремонт, и довольно долго он длился. И теперь намечается еще один. В связи с чем вот такая ситуация возникла? Ну вот именно с тем, чтобы надо сюда, нужно столовую, в краткие сроки сюда столовую перевести. Поэтому нас закрыли. И, кстати, коллектив столовой будут сюда переводить. Не наш коллектив здесь остается работать, а коллектив столовой придет сюда. А коллектив ресторана весь вот так пошел под сокращение. То есть, не спрося мнения коллектива, вас вот поставили Ну, перед фактом, и все. Да. Такая ситуация. Что вы можете добавить? Что я могу добавить? Система у нас канализационная, водопроводная. Не ремонтировал 9 лет. И проходимости столовой она никогда не выдержит. Значит, затянут они с этим ремонтом до морозов. А что будет зимой, будет неизвестно. То есть выхода вот как рабочей столовой здесь тоже не получится, да? Нет. Нет. Пусть даже они эту зиму пробудут, на будущий год ее надо будет закрыть. И останется в поселке у нас, если ликвидируют 7-ю столовую, у нас ресторан будет одна точка на весь город. Точка общепита. На поселок. На поселок. А бывают срывы из Грессовской столовой. Мы же год кормили Гресс. Вернее, 8-я была столовая, месяцами кормили Грессов. А вот вы не пробовали такую ситуацию, ну, предложить, допустим, вот руководству вашему, что днем она будет работать как столовая, а вечером как ресторан? Они согласны, только не как ресторан, а заказы принимают. Ну, вот вас не устраивает такое положение? Ресторан, Во-первых, ресторан. нас здесь не оставляют. Нас устраивает любое положение. Мы даже мы сами согласны предложили. были со столовой. Хорошо, пусть будет столовая, мы будем также комплексами кормить, как это Мы было кормили. уже не однажды. А вечером будет ресторан. На эти условия не идут. Руководство наше не идет. Ну что ж, наверное, стоит подумать, нужен ли городу и поселку Серебряный Бор ресторан, и какой из этого можно найти выход.